Здравствуйте, я шеф-повар Даниил Деркембаев. Я рад поделиться некоторыми идеями и рецептами о вкусной и здоровой пище для взрослых и маленьких детей. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел поговорить о чем-то важном для всех. Полноценное и здоровое питание является важным фактором для здоровья матерей и детей. Вы когда-нибудь слышали, что такое 1000 дней окно возможностей? Это время от момента беременности женщины до 2-го дня рождения ребенка. Физическое и умственное развитие ребенка для достижения его полного потенциала зависит от правильного ухода и питания именно в первую 1000 дней. Я собираюсь поделиться некоторыми рецептами, которые вы можете приготовить дома. Ингредиенты для этих рецептов вы можете свободно купить в магазине. Я думаю, эти рецепты и блюда понравятся всей вашей семье. Итак, начнем. Сегодня мы приготовим котлеты для младенцев. Для котлет мы будем использовать с вами куриное мясо, говяжье мясо. В принципе, в монокотлетах можно использовать один из 2 видов, но я сегодня использую 2 вида. Мы можем использовать сегодня рисовую или кукурузную муку, немного воды и немного растительного масла. Но прежде чем мы начнем, мы помоем руки. Родители или опекуны детей должны мыть руки с мылом и водой перед приготовлением и кормлением ребенка. Необходимо, чтобы родители или опекуны детей приучили детей мыть руки с мылом перед приемом какой-либо пищи. Приготовление наших котлет мы начнем с того, что смешаем сначала говяжий фарш и смешаем куриный фарш. Для этого я говяжий фарш немножко разомну на тарелочке, добавлю сверху куриный фарш. И теперь я добавлю 1 ложечку рисовой муки, для того, чтобы фарш получился достаточно крепким и не развалился. Теперь мы можем аккуратно перемешать оба фарша. Яйца, домашняя птица, рыба и мясо имеют важное значение в питании ребенка. И нужно, чтобы дети ели продукты животного происхождения несколько раз в неделю. Необходимо мелко измельчить, чтобы ребенок мог покушать. Сегодняшний рецепт нашего блюда включает мясо, фарш и может быть в виде отличного обеда или ужина. Этот рецепт для детей с 12 месяцев. Теперь, когда я приготовил фарш, я могу начать лепить котлеты. Для этого я приготовил воду, в которой я могу мочить руки, и это облегчит приготовление котлет. Хотелось бы отметить, что годовалые дети могут присоединиться к столу и есть измельченную пищу. Измельченную пищу дети должны потреблять не менее 300 мг. Это будет приблизительно 20 столовых ложек. Или, например, 1 вот такая кружка. Мы приготовим небольшие котлетки, которые сформируем и выложим на тарелочку. Можно постоянно мочить руки для того, чтобы мясо не прилипало к рукам. В этом возрасте ребенку можно давать разнообразную пищу, и ребенок должен пытаться ее кушать сам. А теперь, когда котлетки готовы, мы можем их приготовить на пару. Для этого мы можем использовать либо мантоварку, либо мы можем взять сковороду, налить сюда немного растительного масла. Теперь можно добавить немного воды и положить котлеты. Постарайтесь сделать котлеты не очень большими, около 1 сантиметра в толщину, чтобы они хорошо смогли пропариться. Ну что ж, накрываем крышкой и
Готовим котлеты на медленном нагреве около 10-15 минут. Наши котлетки готовы, и можем мы теперь их сервировать на тарелочку. Дорогие мамы, продолжайте кормить ребенка грудью до 2 лет. Это гарантирует то, что ваш ребенок будет здоровым, умным и будет хорошо расти. В качестве гарнира мы можем использовать гречку, которую я отварил заранее. Не забывайте кормить ребенка. Он должен получать минимум 3-разовое питание в день и 2 перекуса из разных продуктов. Поскольку этот рецепт для детей с 12 месяцев, поэтому мы можем спокойно использовать гречку в качестве гарнира. Теперь я положу 2 небольшие котлетки. Чтобы получить доступ к этому рецепту или загрузить всю кулинарную книгу, посетите веб-сайт, указанный на экране. А теперь я напомню вам, из чего мы приготовили сегодняшнее блюдо. Основные ингредиенты на 10-12 котлет, 4 порции. Говядина или телятина 200 грамм, мясо птицы 200 грамм, гречневая, рисовая или кукурузная мука 2 столовых ложки. Помните, что здоровое поколение – наша ответственность и наше будущее. А я желаю вам приятного аппетита!